Сегодня вспоминают жертв пятидневной войны в Южной Осетии. В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска, нарушив международные договоренности, начали штурм Южной Осетии. Погибли десятки людей, сотни были ранены. В числе жертв мирное население республики, осетинские ополченцы, а также российские миротворцы. В Южной Осетии памятные мероприятия начались еще накануне в музее сожженных душ. Здесь собраны машины, которые были расстреляны и раздавлены грузинскими военными. Представители общественности и гости республики возложили венки и цветы к монументу «Символ скорби». Он установлен в память о людях, которые в те страшные дни пытались выехать из горячего Цхинвала по объездной дороге, но были расстреляны. Акция «Память нужна живым» продолжилась у Георгиевской лестницы Цхинвала перед зданием парламента Южной Осетии. Память погибших в августе 2008-го присутствующие почтили минутой молчания. К собравшимся обратился президент республики Анатолий Бибилов. Участники акции также зажгли свечи в память о жертвах войны и возложили цветы к подножию Георгиевской лестницы. 08-08-08. Эти цифры, наверное, будут выжжены в сердце каждого из нас, кто находился в эти дни на земле гордой Южной Осетии. И я могу сказать, что вся Россия была вместе с вами. Сколько бы ни прошло лет, наша с вами боль не утихнет никогда. Вечная память всем погибшим в этой страшной войне, здоровья, мужества и терпения, пережившим эти страшные события. И самое главное, мира и процветания всей благословенной Осетии. В памятных мероприятиях приняла участие и делегация из Северной Осетии. В составе депутат парламента нашей республики Виталий Чельдиев, заместитель министра по вопросам национальных отношений Алан Багиев, заместитель председателя Высшего совета осетин Казбек Яналдиев и руководитель республиканского отделения организации «Боевое братство» Игорь Зулоев. Участники памятных мероприятий принесли цветы и венки в музей сожженных душ. Приняли участие в траурном митинге у здания парламента.